Ласковый убийца – так называют медики гепатит. Все потому, что болезнь мнимая и проходит практически бессимптомно, разрушая вашу печень и организм. И только в фазе обострения дает о себе знать. И даже в фазе обострения есть возможность вылечить гепатит С. Главное – вовремя выявить вирус. Врачи говорят, самая большая опасность болезни в том, что она оказывает плохое влияние именно на печень. Орган, который фильтрует кровь, борется с разными инфекциями, отказывается выполнять свои функции и начинает в буквальном смысле страдать. Больной может жить без подозрения на гепатит С даже 15 лет. Практически выявить его в остром периоде очень тяжело. И при этом процентов где-то около 80, наверное, заболевание сразу переходит в хроническую стадию и уже приводит к необратимым процессам. Сам вирус, он передается только через кровь. Фактически передается только через кровь. И чтобы заразиться, достаточно даже очень малого, незаметного фактически для глаза количества крови, чтобы попало в рану или на слизистый организм здорового человека. Гепатит может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой, приводить к пожизненному заболеванию, включая цирроз печени и рак. Иммунитет перед вирусом бессилен. Заразиться гепатитом может любой человек. Но чаще всего болеют люди, которые употребляют инъекционные наркотики. Передается вирус от больной матери к новорожденному через зубную щетку, бритвенный станок. А еще подхватить вирус можно в местах, где не проводят дезинфекцию, к примеру, в таких как... В России каждый год регистрируют случаи заражения гепатитом С в стоматологических и косметологических кабинетах. Путь передачи вируса через необработанные инструменты. В Ингушетии, как и в целом по России, как говорят медики, наблюдается рост заболевших гепатитом. К сожалению, многие отказываются после поставленного диагноза от медицинской помощи. Симптомы вируса очень схожи с кишечной инфекцией, но и появляются они только в фазе сильного обострения гепатита. Есть, конечно, определенные симптомы, когда протекает в острой форме. Это повышение температуры тела, утомляемость, потеря аппетита, тошнота, рвота, боль в животе, осветление, светлый стул, темная моча, пожелтение кожных покровов, красная зудящая сыпь, боли в суставах. Но больше процент из этих симптомов, которые я перечислила, эти симптомы будут при абсолютно разных этих заболеваниях. День борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля. Праздник учрежден в память врача Бахура Самуэла Блумберга, который открыл вирус и полностью изучил его. Эта дата – еще одна возможность задуматься о своем здоровье, хотя бы один раз в год сдать анализ на вирус. Это облегчит и больному жизнь, и поможет врачам быстрее вылечить ваш недуг. Медицина не стоит на месте. Гепатит лечится, и в нашей республике также есть специалисты, которые успешно проводят лечение от заболевания. Лечить у нас есть сейчас возможность. Зачастую до сих пор многие сами покупали противовирусную терапию, препараты эти после консультации, инфекционистам рекомендуют. Но сейчас есть даже возможность уже в амбулаториях, в поликлиниках по месту жительства, когда мы обращаемся, становимся на учет и выявляют у человека гепатит С, уже на этого человека можно выписать эти препараты, по ОМС закупать. Противовирусная терапия есть, это лечится. С помощью правильно подобранной терапии вирус можно обнулить. Даже в острой форме есть большой шанс на полное выздоровление. Важно помнить, что чем раньше будет поставлен диагноз, тем эффективнее пройдет лечение. Рина Сычоева, Асхаб Белакеев, Новости 24.